Сусқәа, сҳәысқәа, саԥхьа ииагеит срыхәхәа, слыхәоит усҟан, ан лыбжьыха, слымҳа иҭаарыҩ-шьеишьнани, слымҳа иҭаарыҩ арҩаш мчымха, ҿихак шамам ухы-иҽни, уареи дада днаргоит ҭаацак, уи ашәа ласгәишьышьы, урҭ инрыҵаԥсуа хаҵак, апҟацаҳәа мчыбжьы. 103 года назад в нашей стране родился человек, чьи произведения вошли в Золотой фонд абхазской литературы и были переведены на множество языков мира. А одним из своих творений он навсегда возвел памятник одному из исчезнувших народов. Еще в юности Баграт Шингба писал, что если упадет одна звезда, на ее месте засияет другая. И все-таки звезды не будут светить одинаково. Абхазские писатели и поэты уверены, что на небосклоне абхазской поэзии из века в век ярчайшей будет звезда Баграта Шингба. Если Баграт Шингба написал бы только один единственный роман, последний из ушедших, он бы уже навсегда заслужил народную любовь. На счету выдающегося абхазского поэта и писателя множество сборников и стихов, оказавших огромное влияние на развитие национальной литературы. Именно с его именем связано появление нового жанра в абхазской поэзии и романах в стихах. «Мои земляки», «Песень о скале», «Свирель», «Рица». Эти и многие другие известные произведения вошли в Золотой фонд абхазской литературы. Схимара саштерца, чаханым гош сноловшит, ексигам сталарца, бзиберекс гванатан, сюжен тарсис солоцан, сюнис сыбнис гварати, сигергылты шохацан, абсахамждет сиднацит, ищацхупко солыжен, тунейка сукнацит, агурца скылыршен, абсрейта счичома, срасацинги самцаршиз, кырихренге догома, бзиберек ядзрижис. Чтобы вспомнить о творчестве Баграта Шингба и почтить его память, ежегодно в день рождения поэта и писателя у памятника на набережной Сухума собираются жители столицы, учащиеся школ, абхазские поэты и писатели, члены семьи Баграта Васильевича. Поблагодарить хочу всех, кто пришел, вспомнил о моем отце, руководство, вице-президент здесь был, министр культуры и так далее. Многие здесь были руководства. Единственное, обычно в этот день всегда приходили дети с первой школы именем его и читали его стихи. Но мы попросили их в этом году не делать, учитывая вот эти все обстоятельства, которые сложились. В этом году учащиеся школ не присутствовали на мероприятии, однако почтить память выдающегося абхазского писателя пришли учителя. Педагог первой абхазской средней школы имени Баграта Шингба Людмила Анова написала стихотворение, посвященное народному поэту. Ахра шәицәырган иаҳәоит, амҳаџьырқәа амҩацәгьы знысхьоу, угара шәаҿуазны ишәаҳәоит. Ахаҳәаҩыс ауааӡара ныԥшит, уи агәрагам илаган, Абрыскьылгьы фырхаҵара цәырҵит, ахаҳә ду агәы иҩирԥан. Ахцәыка Москофҭа шкәакәа, упоезиаҿ лыӡбахә шәаҳәоит, ушлыра гәаҭеизгьы мӡакәа, аԥхьаҩаҿ умаӡа уҳәоит. Абас заҟа ссир ҳзынужьзеи, мап, Баграт уара уԥсӡам, ухьӡ адунеи иахыҵәеит, уибжьаӡны, ус баша иҵәахӡам. Баграт Шингба – один из немногих писателей, занимавшихся переводами произведений зарубежных авторов на абхазский язык. Благодаря ему на художественном абхазском языке заговорили герои Александра Пушкина, Иоганна Гёте, Джорджа Байрона и многих других. Кроме того, Баграт Шингба известен как историк, лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков и истории абхазо-адыгских народов. Баграт Шингба теззимдируац гудагазам, ахасара санхучез ахаскитистерует. Иҟоуп Баграт Шингба адунеихьынӡа наӡааӡа дырдыруеит, избан акәзар убысҟак иҳаракуп, убысҟак ихаауп, убысҟак ираҵәаны ажәлар рыԥсҭазаара иазку апроблемақәа шьҭырхуеит. Памятник выдающемуся абхазскому писателю и поэту возведен на его могиле. Один из авторов скульптуры – художник Нугзар Логуа. Здесь захоронен сам поэт, поэтому надо было все вот эти нюансы, кажущиеся вот простые, казалось бы, вещи,
они оказывали свое влияние, и надо было содержательно делать так, чтобы это было местом, да, для торжественных встреч тоже, да, и так далее. Но я думаю, и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения формы, подачи неплохо решена задача. Любимому народом поэту, общественному и государственному деятелю, народному писателю Кабардино-Балкарии, кавалеру ордена Айхтовша первой степени 12 мая исполнилось бы 103 года. Кугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.